Открывая встречу с предпринимателями, Аслан Бжани отметил, что вопросы сохранения и укрепления абхазской государственности, обороноспособности и улучшения качества жизни населения очень важны, подчеркнув, что представители бизнес-сообщества вносят существенный вклад в развитие Абхазии и в укрепление отношений с Российской Федерацией. Глава государства отметил, что необходимо привлечь в разные области экономики масштабные инвестиции. Уйти от инвестиционной изоляции. Только так можно будет обеспечить наших граждан высокооплачиваемой работой, создать достойные условия жизни для тысяч людей, повысить конкурентоспособность в сфере туризма, сельского хозяйства и других отраслей. По словам президента, развитие абхазской экономики сдерживают многие факторы. Это и ограниченный рынок сбыта продукции, производимой в стране, сезонность, недостаток оборотных средств у субъектов бизнеса и многое другое. Несмотря на то, что в 2022 году совокупный кредитный портфель кредитных организаций вырос на более чем 1 миллиард рублей, средневзвешенная ставка по кредитам составила 22,9% годовых. Но и даже в таких условиях абхазские предприниматели проявляют большую активность. Возрос внешнеторговый оборот. Глава государства назвал основные отрасли для привлечения инвестиций. Это туризм, субтропическое сельское хозяйство, переработка, логистика, энергетика, IT-технологии. В скором времени необходимо выработать и утвердить схемы территориального планирования по отраслевым приоритетам, создать градостроительную концепцию, призванную определить границу всех видов строительства для сохранения природы. Аслан Бжани поручил правительству провести конкурс на лучшую градостроительную концепцию и архитектурного облика всех городов Абхазии и программ развития их территорий. Глава государства отметил, что инвестклимат во многом зависит от работы правоохранителей. В 2021-2022 годах удалось повысить заработную плату сотрудникам МВД и СГБ в среднем на 75%. Материально-техническому оснащению данных ведомств уделяется существенное внимание. За этот период для нужд Министерства внутренних дел было приобретено более 100 единиц новых транспортных средств. Туризм – это локомотив экономики Абхазии, отметил Бжани. Президент подчеркнул, что в связи с этим по его поручению разработан законопроект по регулированию правового статуса апарт-отелей. Какие нормы заложены в законопроекте? Первое. Земельные участки остаются в собственности государства. Второе. Право собственности на апартамент не влечет за собой возникновение гражданства либо вида на жительство. Собственник апартамента не будет иметь возможности и права принимать участие в политической жизни Абхазии. Заложены механизмы, исключающие возможность приобретения апартаментов лицами, представляющими угрозу для нашего государства. Необходимо менять имидж страны из устоявшегося Абхазия – место для летнего отдыха небогатого туриста на Абхазия – место для круглогодичного отдыха состоятельного туриста. Особенность апартаментов состоит еще и в том, что они загружены в межсезонье, в осенне-зимний период. Помимо существующих налогов, планируется ввести новый налоговый сбор, который целиком будет направлен на решение жилищных проблем наших очередников. Это позволит в течение 10-15 лет полностью решить эту проблему и начать обеспечивать жильем молодые семьи. Уважаемые друзья, уверен, что вы целеустремленные, обладающие знаниями и опытом предприниматели, видите масштаб и сложность стоящих перед нами задач и мобилизуете все свои силы и возможности для эффективного их решения. Сегодня, как никогда, Родине нужно ваше инновационное мышление, ваши передовые подходы и ваша способность побеждать в самых сложных условиях. Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган отметила, что привлечение инвестиций должно стать ключевым направлением государственной политики. Президентом поставлена задача структурировать инвестиционную политику по следующим направлениям. Поддержка отдельных отраслей экономики, в том числе туризма, сельского хозяйства и производства. Ни один инвестиционный проект не может быть успешным, если государство не будет создавать условия для его реализации. И это прежде всего понятное отношение бизнеса с властью, основанные на принципах
Каждый привлеченный рубль имеет значение. Как показала практика, для привлечения инвестиций в экономику необходимо совершенствовать действующее законодательство, внедрить механизмы, обеспечивающие устранение административных барьеров и создание необходимых условий для подключения к инженерной инфраструктуре. Первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопо считает перспективным привлечение инвестиций в такие отрасли сельского хозяйства, как виноградарство, цитрусоводство, развитие тепличных хозяйств, выращивание фруктов. Одна из причин – наличие в стране площадей под цитрусовые культуры. Министр туризма Теймураз Хижба подчеркнул, что такое направление развития туристической отрасли, как строительство апарт-отелей, очень перспективно. А для этого необходимы нормативные акты, которые будут регулировать их правовой статус. Хижба отметил, что в последние годы в республике наблюдается ощутимый рост в сфере туризма. Представители бизнес-сообщества проявляли большой интерес к встрече в таком формате и к обсуждаемым вопросам. Ну, я бы сказал, наверное, первые, извините за такое выражение, даже, наверное, робкие шаги, когда, я бы сказал, даже, наверное, уже запоздалые некоторые вещи, вот можно сказать так, потому что те вещи, которые мы обсуждаем, если были бы они ранее приняты, мне кажется, что и пополнение бюджета было бы совершенно другое. И инвестиционный климат, мне кажется, был бы более, наверное, продвинутым и так далее. Но, тем не менее, говорят, лучше позже, чем никогда. Это действительно так. Потому что если действительно будут приняты такие шаги, то, наверное, и мы многих знаем, которые готовы были бы сегодня вкладывать и делать достаточно большие инвестиции в экономику республики. Абсолютно правы. Здесь и уважаемый наш президент говорил, и остальные коллеги, о том, что это должно быть, безусловно, контролируемо, безусловно, чтобы это никоим образом не влияло на какие-то политическую ситуацию, на демографические вещи и так далее. Предприниматели подчеркнули, что нашей республике нужно обязательно развиваться и идти вперед, но за всем нужен жесткий контроль. По мнению бизнесменов, самый большой риск – это то, что экономический потенциал Абхазии не может формировать собственный бюджет. У нас самые большие риски, за которые мы должны переживать, что сегодня экономический потенциал нашего государства не может формировать собственный бюджет без помощи извне. Я считаю, это самый большой риск, о котором мы должны думать. Мы должны думать о будущем нашего поколения. Мы должны думать о сфере образования, о сохранении нашего языка, а какими ресурсами реализовать эти все задачи. Любой факт каждый может комментировать по-разному. Мы не должны слушать комментарии к комментариям. Мы должны понимать, любое действие имеет какие-то последствия. Для чего мы это делаем, что мы преследуем и какой результат мы хотим получить на выходе. Это всем очевидно, этот закон надо принимать. То, что касается, то, что волнует население Абхазии, это выдача паспортов, гражданства, вид на жительство. Но мне кажется, что я посмотрел законопроект, там все четко описано. Но если у общества есть еще вопросы, волнует, возможно, еще провести какие-то общественные слушания, не знаю, там дебаты и так далее и тому подобное. Мое отношение за, закон надо принимать. В ходе встречи высказывались различные мнения по поводу законопроекта по регулированию правового статуса апарт-отелей. Говорили о рисках, о выгоде и о дальнейшем развитии Абхазии. Была затронута тема 2 сухумских санаториев МВО и ПВО, которые сегодня восстанавливает предприниматель Михаил Сеченава. В рамках работ будет восстанавливаться и набережная. Что касается Сухума, там действительно, мы разговаривали, и есть договоренность о том, что будет вот эта прогулочная зона городская, будет продолжена по территории этих баз, потому что уже четко выделена эта территория, потому что вся береговая зона в ближайшее время должно быть, по предписанию, в ближайшее время должно быть уже спроектировано. Я думаю, что через месяц-два будет уже закончено и представлено президенту и правительству, если будет утверждено.
то суть вообще всей деятельности – это соединить береговую зону этих санаторий непосредственно с прогулочной зоной Сухума. То есть и граждане, и гости будут иметь уникальную возможность любоваться вообще теми красотами, особенно вот через реку, если они перейдут, там совершенно другой вид вообще на море и другой вид города. В рамках встречи обсуждались различные вопросы экономического развития Абхазии. Предприниматели отметили, что разговор получился продуктивным и интересным. И подобные встречи должны стать доброй традицией. В завершении встречи ее участники почтили память жертв землетрясения в Турции и Сирии. Гугут Савардания, Раму Камки, Абхазское телевидение.